Добрый день, Оливия. Добрый день, Ив. Пожалуйста, расскажите о своем путешествии на полюс холода Аймикон. Когда я ехал на велосипеде, это на самом деле была еще самая легкая часть путешествия. Проблема была, когда я останавливался. Когда, например, мне приходилось спать в палатке при температуре минус 44 градуса. Это определенно было очень сложно для меня. Читатели наши интересуются очень, что как вы, когда останавливались, вечером же не едете же, да? Где вы останавливались и как, в палатке, и каким образом здесь вот стилали вот это? То место, где я остановлюсь, зависело от того, в деревне я или рядом с кафе. Если так, то я просился к ним переночевать. И они всегда находили какое-то решение. Не обязательно кровать, просто они находили мне место в кафе, например, на полу. И это было идеально для меня, потому что было тепло. Когда же рядом не было ни кафе, ни деревни, единственное, что я мог сделать, это разбить палатку на улице. Я пытался найти наиболее безопасное место для себя. Не на самой дороге и не в лесу, где-то посередине. Я разбивал палатку и внутрь закладывал 3 оленьих шкуры. Также у меня было еще 2 толстых спальных мешка. Несмотря на все это, по ночам мне было достаточно холодно. Не всему телу, а именно ногам. Периодически мне приходилось просыпаться и тереть свои ноги, чтобы их не отморозить. Поскольку наши мужчины, якуты, охотники, их очень интересовало вот ваши рукавицы такие меховые, да? И еще вопрос, олени вот эти, где он доставал его? В январе 2010 года мы ездили в Лапландию, также на велосипеде. Там, как здесь, но теплее. И еще нам удалось купить там песцовые рукавицы и все необходимое снаряжение. Первая поездка, в которую мы поехали вместе с Оливией, это было наше путешествие на мыс Нордкап. Температура была порядка минус 34 градусов. А когда я поехал туда через 2 года один, уже было минус 15, минус 20 градусов. Соответственно, мы никак не могли подготовиться к этой поездке в Якутию. Такие условия не существуют нигде, кроме Сибири. В общем, если бы я хотел как-то подготовиться, то мне нужно было бы приехать сюда очень много раз. В мире нет места, чтобы подготовиться к этой поездке. Вот если китаец Чардан вернулся, да, в прошлом году, не стал он, велосипед у него сломался, он приехал и уехал, да, сказал, что в следующий раз. А многие сейчас говорят, наши читатели, раз он француз, поехал в Аймикон, изучил трассу, это уже нечестно. Он же знать будет, где что останавливаться. Ну, типа нечестно. Это скорее история об опыте. Сейчас я не могу совершить свое путешествие один. У меня есть только один шанс, потому что я не могу себе позволить приехать сюда 2, 3, 4 раза. Это слишком дорого. Я велосипедист, я не исследователь. Я не планировал изучать маршрут на машине, но сделал это, потому что у меня лопнули шины. Кстати, мы заказали 2 новые шины во Франции. Как вы знаете, мне пришлось остановиться в 500 километрах от Аймикона. И я решил воспользоваться этой возможностью и посчитал самым разумным решением изучить маршрут. Вот и все. Вот вы съездили в Аймикон, все увидели, да? И поняли, что все-таки сможете, да, дальше проехать уже? Путешествие начну с Хандыги, хотя я не уверен, что смогу. Это зависит от температуры. Я думаю, что смогу ехать на велосипеде, пока температура будет минус 50 градусов. Если же она опустится, то я не уверен. А вы знаете, что сейчас в Аймиконе 65 градусов? Yes, I know. Да, я знаю, что в Аймиконе сейчас минус 65 градусов. Это очень сложная поездка, и я думаю, что никто не может быть уверенным в том, что мне удастся совершить ее с первой попытки. Вообще, это все надо просто видеть, чтобы понять. Это совсем другой мир. Я ездил на велосипеде в разных условиях, но не в таких. Я не руководствуюсь тем, чтобы попасть в книгу Гиннесса. Я просто хочу испытать эти условия и вернуться назад живым и невредимым. И, наверное, заключительный вопрос такой, да? Вот то, что вы стремились в Аймикон, да? Ну, ладно, пешим ходом, велосипедом, на машине. Оправдало ли Аймиконе
вашу надежду, что это действительно, как говорится, здесь можно развивать туризм, что вам понравилось? Of course. Конечно, мне понравилось Ямиконье. Этот маршрут не похож ни на что. Это сплошная дикая природа, прекрасные пейзажи. Я чувствовал что-то поразительное. И так как я проехал этот маршрут на машине, я хочу еще раз проехать его на велосипеде. Хочу испытать то же самое чувство, находясь посреди тундры. Никого вокруг, никаких машин, ничего. И, конечно, если во Франции меня спросят, интересна ли Якутия, я скажу, что да, обязательно туда едьте. А еще посылка не поступила, да? Примерно когда поступит? Посылка должна прибыть 18 января. Сейчас мы ждем ее. Как только она прибудет, мы двинемся в путь. Спасибо, Оливия, спасибо, Ив, за очень интересную беседу.